Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание и возможность выступить перед такой аудиторией. В отличие от сообщения доклада Александра Ильича, я более так приземленно буду говорить о конкретных инструментах и о том, как можно ими пользоваться. Если вдруг какие-то вопросы возникнут, можно прерывать и говорить, отвечать на вопрос сразу. Как уже было сказано, мониторинг – это деятельность, а инструменты – это орудия для производства каких-то работ. В данном случае инструменты для мониторинга – это орудия труда. Какие орудия труда существуют, вот об этом мы поговорим. Если мониторинг – это процесс регулярного и постоянного сбора информации, наблюдения за реализацией программ, выполнения поставленных задач, то понятно, что те предметы, которые были обозначены в предыдущем докладе, они очень конкретны и есть что мониторить. Но я обращаю внимание, регулярный и постоянный сбор информации. Инструменты, они классические, их существует множество, но все инструменты можно классифицировать или типологизировать по вот в эти несколько пунктов. Если вы занимаетесь аналитическими исследованиями или хотите использовать аналитические инструменты, то для вас есть вполне такой ограниченный набор, который вам нужно использовать. Прежде всего это анализ, расчленение, дедукция, аналогия. Если будет интересно, потом можно остановиться на каждом инструменте. И синтез, то, что сборка из того, что вы разложили на части. Туда же можно отнести такие методы, как индукция и абстракция. При организации аналитических исследований, оценки деятельности государственных органов можно использовать два типа инструментов. Прежде всего стратегические, то есть моделировать ситуацию, которая должна быть, или использовать системный анализ. Или тактические, то есть те, которые дают понимание деталей того, что происходит в этой ситуации. Прежде всего, это синтез, индукция, абстракция. Эти описания этих методов вы можете найти без труда в любом методическом руководстве. Я на этом не буду останавливаться, но вот это тот минимальный джентльменский набор, с которым можно заходить в пространство мониторинга деятельности государственных органов. Если вы берете на себя ответственность за проведение аналитических исследований, то вам нужно помнить о том, что это углубленный вид анализа, который ставит своей целью описание структурных элементов изучаемого явления. Главное, смотрите, в этом выявить причины, которые лежат в основе и обуславливают характер этих явлений. У нас очень много экспертных, исследовательских институтов, групп и так далее, которые занимаются исследованиями научными и другими прикладными. Так вот, там главным является установление связи между характеристиками изучаемого явления. А в ходе аналитического исследования, смотрите, нужно установить в обязательном порядке, имеют ли они причинно-следственный характер. Если вы это выявили, тогда можно писать рекомендации. Потому что часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда неправительственные организации делают исследования, пишут что-то, приходят в госорган, им говорят, мы и сами знаем. Ты скажи, что и как нам надо сделать? Смотри, как сделать? И в этом смысле аналитическое исследование отличается от всех других, что оно дает четкие указания того, как решать возникающие проблемы, сложности и трудности. Система мониторинга, в том числе деятельности государственных органов, она направлена на выявление достижений проблем. То есть должна работать как система раннего предупреждения. Часто общественные организации, я не говорю про общественные советы, но НПО часто вторгаются в сферы, которые на самом деле не подвластны даже уже самим государственным служащим. В этом смысле лучше предупредить ситуацию и того ответственного сотрудника в госоргане, что через шаг он поимеет проблемы с тем или иным событием и явлением. Система мониторинга дает сигналы об отрицательных результатах, особенно об отрицательных результатах, которые должны сопровождаться сведениями о причинах отклонений. Мы хотели сделать вот это.
отражено в программах, стратегиях, которые есть в отраслевых министерствах. Что не получилось? Это первый уровень ответа, и почему это второй уровень, который гораздо интереснее и важнее для того, чтобы устранять системные проблемы. И если вы внятно и четко написали госоргану о том, что существуют препятствия, или препятствия, которые могут возникнуть на следующем шаге, то есть возможность еще скорректировать программы. Бесполезно, ну, я скажу так, если вы хотите повлиять на ситуацию здесь и сейчас, нужно заниматься мониторингом. Если вы хотите, чтобы ваши находки, обнаружения использовались для разработки следующих программ, стратегий и так далее, тогда нужно проводить оценку. И в этом смысле для общественных советов, на мой взгляд, гораздо важнее мониторинг, потому что люди живут сегодняшним днем. И если я сталкиваюсь в отношениях с государственными органами с проблемой, то мне нужно ее решить сегодня, и я не хочу ждать это, когда решится там более благоприятной экономической или какой-то ситуации. Для того, чтобы делать качественный мониторинг, нужно понимать, что качественным может быть только устойчивый мониторинг. Тот, который делается, как мы уже говорили, регулярно, постоянно. 3 критерия. Достоверность, надежность, своевременность той информации, которую вы получаете. К сожалению, очень часто бывает в исследованиях или в попытках обсуждать с госорганами не реальную ситуацию, а ту, которую, ну, я не буду говорить из области слухов, да, но что-то исказилось в средствах массовой информации, что-то имеет единичный характер. Это, ну, а это ставится как системная проблема. Но это не задача общественного совета работать с единичными случаями. Для этого есть общество по защите прав потребителей, есть суды, прокуратура и так далее. В этом смысле нужно, чтобы те критерии, которые позволяют оценивать деятельность госоргана, они опирались на надежные источники, они должны быть разнообразными, достоверность информации не должна вызывать сомнений. Потому что вот из своей практики могу сказать, когда мы впервые в 2003 году начали заниматься миграционной политикой, первый вопрос, который задали нам чиновники из Министерства труда тогда: а вы кто такие? Мы профессионалы, мы по 100 лет работаем в этой сфере. И вот здесь надо показать, что та информация, которая поступает от общественных организаций, от общественных советов, она имеет достоверный характер. В первую очередь это те, которые признаются государственными органами, Нацстатком и так далее. На втором уровне экспертные всякие оценки и заключения. А третье это только вот частные случаи, которые иллюстрируют проблемные зоны. И своевременность. Конечно, если, ну я могу только опять тезис МАО привести. Если ваш тезис правильный, то, что вы говорите правильно, но это сказано не своевременно, то значит ваш тезис ложный. Поэтому ложка дорога к обеду. Будьте добры, ваши проблемы, предложения вносить тогда, когда это своевременно. Если поезд ушел, бесполезно. Вот элементы системы мониторинга. Мониторинг – это система, которая состоит из элементов. Вот на слайде есть эти элементы, я их вычленил для того, чтобы можно было также это использовать при проектировании мониторинговых работ. Оцените собственную готовность проводить мониторинг. Постоянно, системно, долгосрочно. Определить конкретные цели. Зачем вам это нужно? Вы хотите оповестить общественность? Или вы хотите дать госоргану какие-то рекомендации, очень практические, которые позволят выскочить из проблемной ситуации? Выберите ключевые индикаторы. Договориться об этом необходимо на берегу. Что мы будем считать успешным, а что мы будем считать неуспешным? Надо определиться точно, где мы находимся сегодня. Потому что если мы этого не сделали, нам трудно будет оценить, произошли ли какие-то изменения на каких-то временных отрезках. Промежуточные индикаторы позволяют как раз вот объективно определить, изменения происходят или происходит только демонстрация. Александр Ильич говорил, что вот наша организация занимается очень много общественным мониторингом, и первыми заказчиками выступала программа
ООН, Демуправление, проект «Механизм по наращиванию потенциала». Так вот, мы столкнулись с чем? Что на протяжении первых 2 лет мы мониторили одни и те же государственные услуги и муниципальные услуги. Никаких изменений не происходило. Даже показали отрицательный эффект некоторые госорганы. Но вот когда этот вопрос, вот Александр Ильич был докладчиком от нашей группы, он сделал доклад на заседании правительства о результатах общественного мониторинга, вот тогда госорганы схватились за голову. И в этом году, когда померили те же самые услуги, мы отметили, смотрите, что граждане стали более удовлетворены качеством и доступностью услуг, включенных в единый реестр. Это очень важное замечание. Причем, смотрите, если основные претензии получателей услуг сводились к грубости чиновников, к непонятному списку документов и действий, которые суд должен совершить гражданин, претензии к информированности граждан об услугах, то в этом мониторинге мы видим значительное улучшение. Сотрудники становятся вежливее, да, информации становится больше, но она все еще вызывает очень много нареканий. Что касается перечня документов, то это такой долгосрочный процесс, но некоторые госорганы начали сокращать количество бумаг, требуемых с граждан. Но хочу сразу отметить, если вы вот задумаетесь, вот из ГРС, если есть тут общественный совет, очень интересная штука. В тех нормах, которые прописаны в стандарте государственной услуги, прописан один перечень документов, а некоторые сотрудники ГРС на местах, в регионах, начинают требовать другие документы, которые вовсе не нужны. Примером является, вы пошли менять паспорт, заграничный паспорт, да? С вас требуют фотографии, заявления, старый паспорт, и тут начинается справка из МТУ. Когда я говорю с чиновником, они говорят, нет, справка не нужна, она в принципе паспорт-то есть, а сотрудник в окошке требует эту справку. И вот здесь нужно наводить порядок, то есть сводить то, как должно быть по закону, с тем, как действуют эти чиновники. В этом смысле рекомендация – это вот, продолжать вот эту церберскую роль наблюдения за тем, как действует чиновник. Нужно, конечно, построить мониторинг как систему, чтобы было понятно, какие элементы являются ключевыми, кто будет это делать и где вы будете брать ресурсы на свой мониторинг. Отчет – обязательная вещь, которая подводит итоги на каждом этапе. На запуске вы посмотрели, где мы находимся сегодня. Напишите отчет. Промежуточные показатели. Обязательно должен быть тоже отчет. Это не должно быть просто устным таким вот текстом. Это надо записать на бумаге и распространить для заинтересованных лиц. И, конечно, отчет по итогам мониторинга. Что-то менялось в процессе деятельности госоргана за отчетный период или ничего не изменилось. Разработка рекомендаций. Рекомендации – это особый такой раздел документа. Вот одна из болезней тех независимых исследовательских групп, да и государственных тоже, в том, что часто мы ограничиваемся очень общего характера рекомендациями. И в этом смысле они бесполезны. Например, улучшить информирование граждан об этом. А как? В условиях дефицита ресурсов, в условиях того низкого потенциала служащих, которые, к сожалению, приходят в госорганы или в муниципальные органы, как нам улучшить информирование граждан при всем при этом? Вот если мы найдем ответ на этот вопрос, это будет прорывной вещью, и тогда можно более предметно говорить с государственными органами. Мониторинг использования рекомендаций. Мало дать рекомендации, какими бы распрекрасными они ни были, нужно наладить систему, включить в систему элемент контроля исполнения рекомендаций. То есть, сколько из предыдущих рекомендаций было выполнено, эта информация как минимум должна лечь в ваш отчет следующий. И конечно, речь идет о создании институциональных основ системы мониторинга. Она, в принципе, в вашем лице уже создана, но теперь нужно оснастить себя технологически. Вот уже этот вопрос ставил, Викторович. Для вас, как для представителей общественных советов, как есть среди вас члены Координационного совета, принципиальным вопросом является самоопределение. Вы должны сделать этот нелегкий выбор. Вы сами будете делать мониторинг, или вы будете привлекать независимые группы или институты. Это очень важный вопрос, потому что вот в зале сидят люди, которые пишут и занимаются такого типа работами, а они знают, что это тяжело.
Это поедает очень много времени, сил, нервов и так далее. И вот здесь для вас важно самоопределиться. Если вы делаете сами, пожалуйста, есть инструментарий, есть технологии, и вот та брошюра, которую показывал Александр Ильич, или вы заказчиком выступаете, смотрите, общественный совет выступает заказчиком для НПО в этом секторе, чтобы они осуществили мониторинг деятельности госоргана и выполнили вот эту коммуникативную функцию. Но для этого надо тогда изучить, а какие требования нужно выставлять. Классическая ситуация, когда заказчики, и она очень плохая, эта ситуация, когда заказчики говорят, ну, напишите ТЗ, а то мы хотели бы чего-то, но чего сказать не можем точно. И вот здесь те, кто будет проводить мониторинг, они впихнут то, что нужно им, а не то, что нужно вам. Поэтому для того, чтобы быть заказчиком, там тоже есть определенные квалификационные требования. Как минимум понимать, что ты хочешь получить от исполнителя и как ты это будешь использовать потом. И сразу становится понятным. Мне нужен многостраничный, 60-страничный там отчет с приложениями на 1000 листах. Или мне нужна маленькая записка в 5 страниц, которая делает понятной ситуацию, которая произошла. И я могу ее использовать как инструмент во взаимоотношениях с государственным органом. Если вы приняли решение делать сами, тут нужно либо освежить свои знания, либо почитать. На сайте ПРООН есть множество всяких методических рекомендаций, тренингов и так далее, которые можно использовать для себя. Ну, интернет в этом смысле волшебная штука, дает массу материалов. Но если вы хотите выступить в роли заказчика, вы должны разбираться в тех институтах, которые способны выполнять такую работу. Это тоже такая хитрая штука, потому что, вот опять Мао вспомню, у нас сегодня в Кыргызстане, как он и хотел, расцвело 100 школ. Ну, на самом деле гораздо больше. Огромное количество групп, которые позиционируют себя как исследовательские аналитические структуры, но каждая структура структуре рознь. Мы попытались классифицировать эти институты, чтобы вам тоже было понятно, с кем вы имеете дело. У нас есть исследовательско-издательские организации. Есть лоббистские организации, правозащитные, культурологические, целевые. Вот очень интересная штука. Университет Пенсильвании издает ежегодно рейтинг аналитических центров. В Кыргызстане в 2013 году было 10 центров, которые попали в этот рейтинг, а в 2015 году всего 8. И они очень занимают специфические ниши. Поэтому посмотрите, чем занимался институт, прежде чем отдавать ему заказ. По охвату. В Кыргызстане есть организации, которые работают уже на международном уровне. Они работают не только в нашей стране, но и в сопредельных странах, в других странах. Есть те, которые работают на уровне регионов. Есть те, которые на уровне страны, и очень отраслевые, такие узкие, специализированные аналитические центры и институты. По степени свободы есть те, которые живут только на деньги государства, есть те, которые живут на деньги только доноров, есть те, которые действительно независимы, они зарабатывают деньги, работая с разными клиентами в этом пространстве. Ну и такой, я ввел критерий успешности и неуспешности. Посмотрите, какой центр считать успешным? Тот, который сумел предложить рекомендации. Смотрите, рекомендации, и они были вплетены в систему принятия решений. Если мы пишем прекрасные, красивые, очень умные документы, но они никоим образом не отражаются в правительственных решениях, в решениях госорганов, то наша работа с вами не очень хорошая. И это очень такой важный тоже момент, который нужно зафиксировать. Для того, чтобы вам легче было ориентироваться, я сделал буквально такой небольшой список актуальных институтов. На первом месте, естественно, та организация, в которой работаю я. Нам 16 лет, мы занимаемся содействием госорганам в разработке разного рода политик, миграционная, образовательная была, политика в сфере государственных услуг. Есть разного типа работы. Мы проводим и исследования, мы выпускаем какие-то короткие записки, мы выступаем часто организаторами коммуникаций между заинтересованными сторонами.
На первый взгляд это очень простая работа, собрать круглый стол, да, и провести, вот сказать, ну вот вроде все заинтересованные встретились и поговорили. На самом деле проблемой для Кыргызстана является то, что приглашаются на круглые столы, конференции, семинары и обсуждения не по смысловому принципу, а по каким-то таким поверхностным показателям. Например, вот человек занимает должность, его надо позвать. На самом деле, возможно, человеку, занимающему эту должность, вовсе не интересно обсуждать с вами то, что вы хотите обсудить. Приглашайте на свои коммуникативные действия только тех, кто в этом реально заинтересован. Или включайте это в техническое задание, что там не должно быть представительства формального. Должны приходить те, кто что-то делает. Институт гуманитарного проектирования, который представляет Александр Викторович, это тоже организация, она работает на методологическом уровне, они и реализуют разного рода повышение квалификации для как государств, так и негосударственных институтов. Есть у нас в стране такой аналитический консорциум «Перспектива», он действует давно, и там меняются люди, но в целом форматы и подходы сохраняются. Это люди, которые пытаются делать реальные реформы в государственном управлении. До занятия должности вот Азамат Шамиль-Дикамбаев там, Мурат Урмон Шемкулов был, там есть интересный народ, и у них есть очень интересный проект молодежный «Я люблю Кыргызстан». Вот они тоже занимаются исследованиями того, как и что происходит в нашей стране с точки зрения управленческих решений. Ну вот БИОМ, который является бесспорным лидером и одним из авторитетных институтов, особенно в сфере там, экологической когда-то был, да, образование, это вот те сферы, где однозначно репутация есть. ICNL, Международный центр некоммерческого права, все, что связано с анализом законодательства, знают люди, работающие в этом институте. В американском университете создано 2 аналитических центра. Но в последний год вот это направление управляет Медет Тюлегенов. Сейчас на кафедре смещается анализ политики, исследования, и в этом смысле каждая кафедра американского университета является своего рода маленьким таким мозговым трестом. Университет Центральной Азии, который финансируется Агаханом, они, главная их характеристика, они обучают людей, которые хотят заниматься разного рода аналитическими исследованиями. Если вам будет интересно, вы можете поучиться у них. Есть молодые организации, относительно недавно созданы, но там тоже интересные люди работают. Вот Bizexpert, там есть Промотанк и масса других институтов. Их, я говорю, больше 100 сегодня в Кыргызстане, и они их вот четко распределяются по сферам деятельности и по возможностям, которые они преследуют. В прошлом году и в этом году я вот рекомендацию, многие из вас прошли вот те обучения, которые организовывала программа Демуправления. Там есть технологии участия общественных советов, в том числе в мониторинге услуг. В этом смысле я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень важное место, если вы хотите использовать аналитические инструменты. Общественные советы не должны становиться препятствием для НПО во взаимодействии с министерствами, а они могут прекрасно выполнить свою роль, предписанную законом, через организацию коммуникаций. И мне кажется, вот дискуссии, которые сейчас идут, как и что, кто должен делать, смотрите, проблема для государственных органов в том, что они не видят альтернативных решений каких-то проблем. В лучшем случае некоторые из них используют 3 сценария. Смотрите, оптимистичный, пессимистичный, реалистичный. Но это одно решение. Например, вот Нацбанк делал презентацию, они говорят, мы сейчас используем инструмент такой, и мы делаем 3 сценария, как будет наш СОМ держаться в условиях там каких-то изменений. Но смотрите, они говорят оптимистичный, пессимистичный, а другие принципиально есть факторы? Потому что я вот вам на дискуссию или на раздумье заброшу такой вопрос. Мы часто начинаем говорить о том, что вот Кыргызстан технологически стал отставать от многих стран передовых, да, на земном шаре. Технологии рождаются не у нас, а где-то за рубежом. И многие по этому поводу переживают. А я хотел сказать, что, может быть, мы как раз есть альтернативный путь, который порождает другие способы освоения мира и осмысления его. И, может быть, надо не страдать от того, что айфоны придумали не у нас, а подумать, как
понять то, что происходит в мире с других гуманистических, культурологических или других позиций. Вот когда общественный совет по результатам мониторинга будет предлагать реальные альтернативные решения, смотрите, то есть взаимоисключающие решения, тогда он выполнит свою аналитическую функцию. Этому надо учиться, это очень тяжелая работа, но тем не менее делают это люди, и не стоит этого бояться. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задайте или возразите. Все согласны? Замечательно. Если у вас будут вопросы, в принципе, вот через коррекционный, я хотел бы, вот если Аида, можно, да, мне сказать, коллеги, если у вас будут вопросы, проблемы, связанные с реализацией ваших функций как членов общественного совета, или вы хотите внести что-то в коррекционный совет, вы можете обращаться за консультациями, и в МИБЛА, значит, очень так доброжелательно отнесся к координационному совету и оплатил мои услуги как консультанта. Но консультации, что и как делать, если возникла проблема. Пожалуйста.